Mrs. Natalia Romanova, thank you very much for joining us. You are the president of the Chamber of Regions of the Congress of Local and Regional Authorities. You are from Ukraine. And in Ukraine, a corrupt political class has been one of the main reasons of the Maidan outbreak. How could a new political elite in Ukraine be created? В Украине произошла революция чести, и во многом ее сделали молодые люди, которые были не согласны с существующей системой коррупции, которые были не согласны с тем, что им навязывают старые советские стереотипы управления. И они вышли, молодые политики, молодые журналисты, просто честные люди, которые избрали новый цивилизационный путь развития Украины. И именно эта новая волна политиков сейчас формирует новую политическую элиту Украины. Эта политическая элита настроена на то, чтобы Украина двигалась в русле европейских ценностей. Мы подписали и ратифицировали соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. И демократические ценности в очень непростой борьбе, в сложной борьбе, в борьбе с вызовами иностранной агрессии мы сегодня отстаиваем. One of the main issues, one of the main priorities in Ukraine right now is the decentralization. How can be done to implement a successful decentralization in Ukraine? Действительно, одним из приоритетов формирования новой Украины является децентрализация. И процесс децентрализации во многом будет зависеть от того, как сформируется новый парламент после выборов. Сейчас наш министр регионального развития, новый министр Владимир Гройсман в парламент внес проекты, которые касаются бюджетной децентрализации, которые касаются изменений в налоговый кодекс. Это создает основы для реализации принципа субсидиарности. И, кроме того, мы рассчитываем, что будут приняты уже новым парламентом в окончательной редакции, кроме этих законов, вопросы, которые касаются межмуниципального сотрудничества, вопросы, которые касаются объединения территориальных громад. Процесс децентрализации означает, что центральная власть обязательно поделится своими полномочиями с региональной и местной властью. Это основа любого европейского государства, и мы к этому стремимся. As a representative here of the Chamber of Regions, what is your sense? What additional value can the Congress contribute to help Ukraine in the current situation? Действительно, Конгресс очень помогает Украине в непростой ситуации, когда она столкнулась с войной, но одновременно надо реформировать систему власти в сторону децентрализации. И у нас сейчас действует в Украине постмониторинговая программа Конгресса. В ходе этой постмониторинговой программы уже состоялся визит высокого уровня, произошла встреча двух президентов палат, глав политических групп, с руководством страны, с представителями региональной и местной власти. И мы подготовили серию семинаров для молодых политиков. Что характерно для этих семинаров, что в качестве экспертов приезжают наши члены Конгресса из Финляндии, из Шотландии, из Дании, из Швеции, из Германии, и они делятся своим хорошим опытом. А молодежь, молодые политики воспринимают эти ценности. И, кроме того, мы планируем конференцию для молодых мэров, и мы планируем, что этот проект будет иметь продолжение в 2015 году. 20 человек, участников этих семинаров, будут принимать участие в форуме за демократию, который состоится в Страсбурге 3-4 ноября. Crimea, Eastern Ukraine, Transnistria, Nagorno-Karabakh, all frozen conflicts or not so frozen conflicts within Europe. How can
the Congress. Has the Congress the tools to find solutions to this conflict? Действительно, вы затронули очень сложную проблему. Проблему Крыма, проблему, которая касается Приднестровья, Нагорного Карабаха, Южной Осетии. Конгресс реагирует на эти проблемы. В марте мы приняли декларацию, документ, который осуждает аннексию Крыма. На этой сессии в четверг мы рассматриваем документ, который касается угроз сепаратизма для Украины, а также Южной Осетии и Молдовы. Мы видим, что сепаратизм и единое государство – вещи несовместимые. И мы осуждаем попытки Российской Федерации поддерживать сепаратистов, создавать зоны конфликта, потому что страны Совета Европы должны четко придерживаться границ, установленных после Второй мировой войны. Страны Совета Европы должны четко придерживаться международных документов, подписанных между главными государствами, между главами государств, которые гарантируют целостность территорий. И кроме того, мы как Совет Европы четко контролируем и отслеживаем, об этом сказал и господин Ягланд сегодня в своем выступлении, вопрос прав человека. Права человека должны лежать в основе любого действия, которое направлено на то решение того или иного вопроса, связанного с взаимоотношением центральных властей и региональных властей. Mrs. Romanova, the key word these days when it comes to Ukraine is unity, at least from your part, from Ukrainian side. But there are analysts saying Ukraine was a divided country even long before the onset of this crisis. Do you agree with this? Мне бы очень хотелось, чтобы Украина как можно быстрее прошла это тяжелое и кризисное время. Мне бы очень хотелось, чтобы у нас не гибли люди, чтобы у нас не разрушались города. Я преклоняюсь перед теми героями, которые отдали свою жизнь не только под флагом Украины, а и под флагом Европейского Союза. Они отдали свои жизни за европейские ценности. И мы этот путь избрали окончательно и бесповоротно. Мы идем в Европу, потому что европейские ценности – это наши ценности. И я надеюсь, что это будет в недалеком будущем. Я надеюсь, что программа, которую озвучил наш президент Порошенко, приоритеты до 2020 года, это та программа, которая как раз и наметила такой путь, и мы обязательно сможем доказать, что мы европейская страна не только по географическому положению, но и по своей ментальности, по своей истории и по своим стремлениям. Mrs. Romanova, thank you very much for this Thank interview. you very much. Thank you.